Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел очередное заседание Государственного совета безопасности. Председатель Халк-Маслахаты Туркменистана принял участие в саммите «Единая вода». Аркадак выиграл суперкубок Туркменистана по футболу и другие новости. Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал армии Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за январь-ноябрь текущего года. Глава государства отметил, что согласно военной доктрине, носящей сугубо оборонительный характер, Туркменистан последовательно принимает меры, нацеленные на обеспечение на высоком уровне безопасности и целостности своей страны, укрепление ее обороноспособности, а также на улучшение социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра торговли Турции Омира Болата, прибывшего в Ашхабад для участия в выставке экспортных товаров Турецкой Республики. В ходе встречи глава отметил важность выставки для активизации взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнул, что Турция является стратегическим партнером Туркменистана. Во время визита в Саудовскую Аравию председатель Халк-Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил паломничество в Мекку. Следуя исконным традициям и обычаям нашего народа, Хаджи Аркадак начал свой визит с паломничества в священную Каабу, посетив город Мекку. Это стало ярким выражением преемственности принципов туркменского народа в успешном совершении благородных дел, говорится в сообщении Государственного информационного агентства Туркменистана. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в саммите «Единая вода», прошедшем в Эр-Рияде. В ходе своего выступления национальный лидер туркменского народа отметил, что сегодня взаимодействие по водной проблематике является важнейшей составляющей общемировых процессов, во многом определяющих перспективы обеспечения устойчивой стабильности, развития и благополучия на планете. И в этом контексте гарантия равного и справедливого доступа к воде и в более широком смысле к водным ресурсам является решающим условием не только политико-правового, но и морального порядка, делом ответственности перед нынешним и будущими поколениями. В рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с наследным принцем, премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салман бин Абдалазиз Аль-Саудом. В ходе беседы стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, подчеркнув важность сотрудничества в международных организациях, таких как ООН. Также были затронуты вопросы расширения торгово-экономических связей и сотрудничества в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Министр торговли Турции Омир Болат в интервью журналистам сообщил, что Турция и Туркменистан поставили цель удвоить объем торговли между странами в ближайшие годы. Мы будем наращивать наше сотрудничество во многих областях в соответствии с видением лидеров наших братских стран. Нам недостаточно $2,5 миллиарда ежегодной торговли. Мы ставим цель увеличить в среднесрочной перспективе ее объем до $5 миллиардов в год. В феврале-марте будущего года в Анкаре планируется проведение 8-го заседания межправительственной комиссии, на которой будет принята новая дорожная карта торгово-экономического сотрудничества, отметил министр. С целью борьбы с растущей проблемой детского ожирения правительство Великобритании приняло решение запретить показ рекламы вредной пищи по телевидению. Министерство здравоохранения Великобритании утверждает, что реклама продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли будет разрешена только после 21:00. Под запрет попадают не только фастфуд и чипсы, но также сладкие газированные напитки, готовые завтраки, кондитерские изделия, снеки и различные полуфабрикаты. Ожидается, что эти меры вступят в силу в октябре 2025 года. В Якутии в районе между городами Олекминск и Ленск упал астероид, сравнимый по яркости с несколькими полными лунами. Ученые подтвердили, что диаметр космического тела составлял около 1 метра, а скорость его входа в атмосферу достигла 16 км в секунду. Астероид был обнаружен астрономами обсерватории Кит-Пик в Аризоне всего за несколько часов до падения на Землю. Это событие произошло всего в 900 километрах от эпицентра знаменитого Тунгусского метеорита 1908 года. Футбольный клуб «Аркадак» одержал победу над Ахалом в матче за суперкубок Туркменистана по футболу. В
Встреча прошла в Балканабаде и завершилась со счетом 3-1 в пользу представителей умного города. Отметим, что «Аркадак» под руководством тренера Владимира Байрамова впервые в своей истории завоевал Суперкубок Туркменистана. Байрамов тренирует команду с декабря 2023 года. За это время «Аркадак» дважды стал чемпионом Туркменистана, завоевал кубок и Суперкубок страны. Осенью текущего года «Аркадак» дебютировал на международной арене, заняв первое место в группе «Б» на групповом этапе Лиги вызова АФК. В четвертьфинале команда встретится с индийским клубом East Bengal. Матчи пройдут 5 и 12 марта 2025 года в формате дома и в гостях. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.